Альплагерь Кязи, находящийся на высоте 1980 метров над уровнем моря вблизи красивейшей горы Цейлом. Здесь собрались самые креативные, активные и смелые представители молодежи, полные энтузиазма и готовые познавать новое в экстремальных условиях. Около 100 человек в окружении почти дикой природы проходят яркую обучающую программу, мастер-классы, слушают лекции, осваивают ремесла, заводят новые знакомства и просто круто проводят время. Можно сделать что? В первый день форума участники знакомятся с национальными ремеслами Ингушетии и других народов России. У входа в мастерскую встречают рыцари в доспехах. Салман Азиев впервые осваивает навыки боя исторического фехтования. Кажется легко, но, честно сказать, на мне сейчас около 40 килограмм тяжести, и я вам так скажу, это очень даже нелегко. Я как спортсмен вам точно могу сказать, что это тяжкая работа. Мастер-класс проводит клуб исторического фехтования Ингушетии. По словам наставников, самое главное в освоении боевого искусства – выносливость. Впервые на форуме. Очень приятно, очень тепло приняли. Очень приятно познакомиться с новыми гостями, которые приехали к нам. Тем временем в шатре изготавливают коврики и игрушки путем сухого валяния. Вот такие вот игрушки можно создавать. Можно большие, можно маленькие. Не сложно ли в первый раз сделать такую игрушку? Ну, вы знаете, до сих пор у нас очень много было таких мастер-классов. Все, в том числе и дети, и взрослые, уходят с первой своей такой... Очень довольны, уходят с первой своей игрушкой, симпатичной. Полезное, увлекательное творчество успокаивает, укрепляет нервную систему. Олег Рыгин из Серпухова, втыкая спицу для валяния в шерстяной шарик, создает свою первую игрушку. Нужно немного терпения, втыкаем эту иголку. Много. Да. На территории альплагеря с самого утра не смолкает стук молотка. Здесь можно стать свидетелем непривычных зрелищ. Кует железо не мускулистый кузнец, а молодая хрупкая девушка из Екатеринбурга. Екатерина из категории «в горящую избу войдет, коня на скаку остановит». Удар за ударом она формирует будущий клинок охотничьего ножа под чутким руководством опытного кузнеца. Я приехала с целью новых знакомств, так как здесь собрались люди с разных регионов, со всей России. И мне было интересно попробовать такие мастер-классы, как раз-таки гончарное мастерство, ковка металла. Еще у нас тут фехтование проводится. И, в принципе, очень здорово, что я знакомлюсь с культурой Ингушетии, смотрю, какие тут люди добрые, открытые, и, в принципе, развеиваю стереотипы, которые у меня были в голове. Мастер-классы проводят и не только ингушские мастера. Из Пензы приехал специалист гончарного дела. Ребята вот лепят, что захотят в основном, то есть миски, вазочки, тарелочки, что-то такое. Потом оно будет сохнуть, и если получится, когда мы будем обжигать скульптуру здесь, они закидают туда свои изделия и получат уже готовое обожженное керамическое изделие. Всероссийский форум «Поход. Трасса развития» проходит в Ингушетии во второй раз. Его автор и идейный вдохновитель Берт Кульбужев. Еще в прошлом году он поставил цель – сделать проект ежегодным. Так в этом году повторно защитился и выиграл грант от Росмолодежи. Также спонсорскую помощь для проведения форума оказали более 10 компаний. Число заявок на предварительный отбор по сравнению с 2022 годом выросло в 3 раза. В этом году на форум приехали участники из 8 округов страны. Активная подготовка площадки шла полгода. Тяжелый, долгий, трудный путь был для нас, потому что организация вот такого кемпингового форума – это нелегкая работа. Учитывать нужно каждую деталь, каждую вещь. Ты забываешь один маленький болтик, и тебе надо ехать 2 часа вниз. Очень сильно расширилась территория. Как расширилась список спикеров и организаторов, которые приехали сюда, которые являются, у которых уровень всероссийский. Вот приезжают люди со всех шумных городов, восхищаются нашими горами, колоритом ингушским, и обновленные, благодарные уезжают, чтобы заряжать этой эмоцией и вдохновленностью своих близких и друзей. На живописной территории альплагеря установлены армейские шатры с двухъярусными кроватями. В них участники ночуют. А для тех, кто предпочитает полноценные походные условия, установлены палатки для ночлега. Палатка, здесь такой небольшой предбанничек, здесь стоит обувь. Вот. Сейчас я открываю саму палатку. Вот здесь лежат 2 спальника, если можете посмотреть. Вот. Лежат 2 спальника, ноутбук даже у моего соседа. Она двухслойная. Вот этот верхний слой, он натягивается так, чтобы он не касался внутреннего. И, соответственно, роса, которая утром, она не попадает вовнутрь, и вещи сухие. А холодно? Нет, не холодно, потому что спальники очень теплые, плюс 10, плюс 5. Но я настояла на том, чтобы мы спали в палатке. Мы единственные девочки спим там. Было холодно, но это стоит того. Я не знаю, это такая атмосфера.
потрясающее просто. И каждый раз ты просыпаешься, такие горы, это виды. Я хочу здесь остаться. Также на территории всего лагеря обеспечена вода в рукомойниках. В течение всего дня работает теплый душ. Предусмотрели место для молитвы. А еще здесь хорошо кормят. У повара меню расписано на каждый день. Варим плов. Делаем. Сегодня на обед будет плов, московский салат, овощи, чай. Надо готовить с любовью. С любовью. И все. С любовью к блюдам, к людям, к тем, кто это будет есть. Ну а то, что Хадижат Зариева готовит с любовью, подтвердили участники форума. Порции всегда большие, вкусные и сытные. Это лучшая еда. Особенно после того, как в обычной жизни ты там питаешься фастфудом, приезжаешь сюда в горы в полевых условиях. Очень вкусно все. А какое ваше самое любимое блюдо? Что вам уже понравилось? Борщ. Сразу после обеда состоялось торжественное открытие форума. Поприветствовать ребят приехали представители различных ведомств региона, отметили высокий потенциал проекта и пожелали удачи. Впереди ребят ждут лекции по психологии, тайм-менеджменту, философии. Также на свежем воздухе пройдут практики по развитию стратегического мышления и коммуникаций. Каждый участник чем-то отличается. Они очень все достойные, и им есть чем гордиться. И мы гордимся тем, что эти талантливые ребята сейчас здесь, в Ингушетии. И они все уже хотят вернуться повторно в Ингушетию. Поэтому я думаю, что форум станет еще очень значимым для развития событийного туризма в Ингушетии. Многие из участников приезжают на форум уже во второй раз. Им не терпелось вновь выйти из зоны комфорта и окунуться в атмосферу культуры и национальных особенностей Ингушетии. Я себе еще тогда сказал, что да, я действительно точно вернусь сюда, потому что это место действительно меня не отпускает. Вот вся вот эта красота, колорит ингушский, ребята классные. Мне очень нравится Ингушетия. Я сама карачаевка, поэтому мне очень близки природа, по духу ингуши. Не знаю, мне очень нравится здесь. Я была в прошлом году на форуме, мне все понравилось. И я обязательно дала слово себе, что в этом году я тоже приеду. Я ехала сюда 4 дня на поезде. На молодежном форуме ребята не только просвещаются, но и отдыхают. Ночь, какая ночь, бросает ветер паутинные кружева. Прочь, куда-то прочь. По вечерам устраивают развлекательные программы, ночной кинотеатр, песни под гитару у костра, игры и не только. Мы также уделяем внимание на досуговой программе по спортивным играм, по каким-то интересным играм, которыми занимается у нас отдельная группа. То есть это спортивные игры, командообразующие игры. И у нас также есть ценные призы для них. Трасса развития продлится до 25 июля. Организаторы не нарадуются установившейся погоде. По прогнозам синоптиков, все 5 дней будет солнечно. Но к любым метеорологическим сюрпризам здесь готовы. В рамках форума похода ребята смогут максимально окунуться в национальный колорит. Для них проведут экскурсию по горным маршрутам, познакомятся с историей Ингушетии, древними храмами, средневековыми комплексами. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.